Здравствуйте! В эфире программа «Кадры жизни». Имя нашей героини хорошо известно любителям музыкального искусства Беларуси. Ее способность генерировать идеи и реализовывать их, объединять вокруг себя людей и включать их в работу поистине безгранична. Сегодня у нас в гостях женщина, обладающая невероятной харизмой, главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, неутомимая и жизнерадостная Анна Моторная. Человек с большой буквы, он должен преодолевать, он должен лететь, он должен верить в свою звезду, то есть верить в ту цель, которая ему назначена. Господь подарил мне возможность общаться с уникальными личностями в моей жизни. И в результате ничто не прошло мимо. Вот эти крупицы истины, они так или иначе проявились для меня. Я не сдамся и буду стоять на своем. Слово «карьера» ругательное, и прошу его в мой адрес не употреблять. Не может быть у дирижера вот взял, встал за пульт, все продирижировал. Ну, такого не бывает. Это какая-то иллюзия. Когда беру в руки новое произведение или новый материал, всегда считаю, что я его недостойна. Мне кажется, театр – это то самое неповторимое и необыкновенное явление, которое заставляет каждого из нас совершенно по-новому смотреть на нашу жизнь. Театр – это так же, как и телевидение, как и любая другая организация, которая поглощает тебя без остатка, претендует на тебя от и до. И нет никакой возможности отдаваться кому-нибудь еще. Если ты пришел в театр, ты ему служишь, и это тот самый храм, из которого ты уйти уже никогда не сможешь. Это постоянный какой-то такой любовный напиток, который я пью, и который пьют все вокруг возле меня. Анна Дмитриевна Моторная родилась в Нижнем Тагиле 23 февраля 1972 года. Окончила отделение хорового дирижирования Гродненского музыкального училища, Белорусскую государственную академию музыки по специальностям дирижер-хормейстер и музыкальная режиссура. Обучалась в Белорусской государственной академии искусств по специальности режиссура драмы. Более 25 лет служила в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Прошла путь от артистки хора до режиссера-постановщика музыкальных спектаклей и проектов. В 2022 году была назначена главным режиссером Большого театра Беларуси. Работа в театре всегда совмещалась с преподавательской деятельностью. Анна Моторная – лауреат премии за лучший спектакль музыкального театра 4-го республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия», за лучшую работу постановщика в музыкальном спектакле 6-го республиканского конкурса театрального искусства «Национальная премия «Сила единства», обладатель медали Франциска Скорины. Анна Дмитриевна, добрый день. Здравствуйте. Откуда родом ваши родители? Как они оказались в Нижнем Тагиле? И почему переехали в Гродно? Семья моя многонациональная, и корни есть и в Одессе, корни есть и от Ермака, пришедшего на Урал, и русские исконные корни в том числе. Я переехала маленькой девочкой в Гродно, и для меня сегодня Гродно является тем самым маленьким домиком, таким маленьким уголочком, который для каждого ребенка является чем-то очень важным. Бабушка, мамина мама для меня всегда была очень значимым и важным человеком. До момента ее ухода из жизни, даже если я не виделась с ней, она была для меня каким-то важным, таким духовным символом какой-то женской внутренней организованности, какой-то серьезности. Этот образ женский для меня очень многое в жизни определил. Вы родились в Нижнем Тагиле, еще девочкой уехали в Беларусь. Помните ваши детские ощущения от малой родины? Каковы они в сравнении с ощущениями от Гродно, от самой Беларуси? Это совершенно невозможно сравнить. В России другой менталитет, он категорически отличен от белорусского менталитета. И достаточно долгий период времени я привыкала к общению с новыми людьми, с манерой общения между людьми.
И той легкости, которая есть у белорусов, она не всегда присутствует у русских. В наших программах мы постоянно обращаемся к богатым фондам Белтелерадиокомпании. Стараемся удивить и порадовать наших гостей. Надеемся, сможем доставить удовольствие и вам. Я мечтаю уже об этом. Внимание на наш экран. Это я. Вот девочка с белыми бантами, наверное, это я. Мне кажется, это хоровой коллектив Ларисы Николаевны Конниковой, замечательного дирижера, потрясающего человека и высококлассного профессионала своего дела. И благодаря ее профессионализму, я думаю, хоровая школа Беларуси может гордиться огромным количеством профессиональных, замечательных людей. Любовь к пению, любовь к профессии привила мне она. И в моей жизни, конечно, этот человек имеет особое значение, потому что благодаря ее трепетному и серьезному отношению к делу я научилась любить хоровое искусство по-особому, без остатка. И благодаря ей появилось такое серьезное отношение к делу. Я практически не закончила музыкальную школу, потому что, попав в руки к человеку, который отбил в прямом смысле слова у меня всякое желание заниматься на рояле. Я сделала все для того, чтобы туда не приходить, там не получать знания. И вообще, конечно, я обманывала маму, что я хожу в музыкальную школу, я туда не ходила. В определенный момент этот обман раскрылся. Я получила по заслугам. И меня все равно настойчиво отправили в музыкальную студию при Дворце культуры «Химволокно», так как мой отец работал на этом замечательном предприятии, серьезном предприятии. И дальнейшее мое обучение музыкальное продолжалось под патронажем Ларисы Конниковой, которая молодым дирижером после консерватории пришла и преподавала вот в такой студии. И в этой студии я начала получать то самое образование. В 11 лет я заболела достаточно серьезным заболеванием. У меня было заболевание крови. Я практически умерла. Какой-то период времени в коме я пролежала. Уже практически никаких, как говорится, шансов выжить не было. Но, видимо, вот после того момента, вот я и стала той самой законченной фаталисткой, потому что все, что нам написано на роду, и вся наша жизнь определена все-таки в больших своих событиях определенным образом. И уж если я заболела самым сложным заболеванием, после которого вряд ли кто-то выживает, а я выжила, ну, значит, кому-то же это было нужно. Мама меня выходила, и постепенно я возвращалась к нормальной жизни, хотя ничего не предвещало, что это будет так феерично, как и сегодня. Я не собиралась быть хоровым дирижером, и в 14 лет моя мама сказала: нет, все-таки давайте-ка попробуем. И, наверное, в тот момент я для себя это настолько не ассоциировала с какой-то профессией, а моя мама определила, что, наверное, что-то может девочка. И я вот 1,5 года занималась частным образом с педагогом. Вновь возник вопрос сольфеджио, возник вопрос игры на инструменте, подготовки программы. И опять же, Лариса Николаевна, конечно, сыграла огромную роль в моей жизни, потому что, по сути, она подготовила меня к поступлению в музыкальное училище. Конечно, в музыкальном училище было много всего интересного, и жизнь распределила все таким образом, что мама сказала: ну хорошо, музыкальное училище — это, конечно, замечательно, но, видимо, нужно поступать в консерваторию. Для меня это было как-то уже в тот момент совершенно определенно. Ну, раз необходимо это делать, значит, это необходимо. Когда я пришла в консерваторию, мне было очень легко учиться, потому что тот уровень требований, который был представлен в музыкальном училище Гродно, и хоровая кафедра Гродно дрессировала своих студентов настолько замечательно, что первые 2 года мне было очень легко. Я счастлива, что я попала в консерваторию в 90-е годы,
когда все вокруг разваливалось, а потом все вновь собиралось. И благодаря тому, что рядом со мной были такие выдающиеся педагоги, как профессор Виктор Владимирович Ровда, Лариса Шиманович, я уже не говорю об Анне Павловне Зеленковой, нет ни одной проходящей фамилии. Вадим Леонтьевич Яконюк, профессионал высокого класса, Валерий Леонтьевич Авраменко, который научил и любви к людям, и к профессии. И благодаря тому высокому уровню профессионализма, который излучали наши профессора и который прививался каждому из нас, выросла серьезная школа. И эта школа, она сегодня не умирает, и мы продолжаем традиции наших педагогов, и все, что получили мы передаем своим ученикам. И эта замечательная преемственность, я надеюсь, никогда не иссякнет. Я хочу, чтобы мы снова обратились к нашим фондам. Давайте. Да, неожиданные кадры. Это замечательный хор музыкального театра. В тот момент это еще, наверное, был театр музыкальной комедии. Руководила им моя профессор Тамара Павловна Гулина. А вот, собственно, я рядом с мужским хором. Моя жизнь была определена благодаря моему замечательному профессору. Она была очень деятельным человеком и не просто доразвила необыкновенную любовь к хоровому искусству, а она научила самому главному. Человек, который связан с любым видом искусства, должен много работать. Я всегда удивлялась, когда она успевает все делать. Она читала лекции, она руководила каким-то огромным количеством всяких разных хоров, детских, взрослых, писала какие-то бесконечные научные работы. Она читала лекции на всех курсах повышения квалификации для абсолютно разных людей, для педагогов всей Беларуси, и ее знали все. Она умела абсолютно все. Она была абсолютно одержима профессией. И самое главное, она привила нам любовь к труду в искусстве. Тамара Павловна до сих пор жива. Она прекрасно выглядит, она абсолютно замечательная, профессионально также и продолжает преподавать. Она всегда мне говорила: ты должна трудиться для своей страны как минимум в 3 областях. Это исполнительская, педагогическое и научное. У тебя есть для этого все данные, у тебя для этого есть таланты, а раз Господь дал тебе таланты, то ты не имеешь права их не совершенствовать. Вот это выражение, оно меня преследует всю вот мою жизнь, и я его проповедую, соответственно, и дальше. В момент, когда я закончила консерваторию и уже магистратуру, она настойчиво, это даже не то слово, настойчиво, категорически, я бы сказала, заставила меня прийти к мысли о том, что я должна поступать в аспирантуру. Аспирантура дала мне очень мощный такой толчок и создала для меня условия для развития меня как педагога. Когда Тамара Павловна получила приглашение стать главным хормейстером театра музыкальной комедии, а впоследствии музыкального театра, в нашей жизни, в моей и одного моего однокашника Леонида Хрущева, вся жизнь наша изменилась. Мы были совсем молоденькими, мы были всего лишь студентами 3-го курса и попали в театр музыкальной комедии, где в то время играли звезды. Артисты хора в тот момент музыкального театра, они были очень серьезными. Это была, знаете, такая каста. Большой вопрос еще, солисты это или артисты хора. Хор является той серьезной скрепой, как и оркестр. То есть это коллектив, который движет, собственно говоря, действием и драматургией на сцене. Очень многим вещам я научилась в тот момент. Еще не быв связанной никак с режиссурой, именно тогда все это и приобрелось. И я никогда не забуду этот момент, когда мне выдали ноты спектакля Имры Кальмана «Марица» и сказали: завтра спектакль. Никого не интересовало, когда я это выучу, что мне с этим делать. Мне выдали партию,
и сказали: будьте, пожалуйста, добры, завтра костюм можно получить вот здесь, завтра партия должна быть выучена, вы выходите на сцену артисткой хора. Никого совершенно не волновало, когда у меня занятия, во сколько у меня занятия. Я должна быть на репетиции и на спектакле. А в свободное, как говорится, от работы время я должна успеть все выучить, посетить и так далее. Вот это состояние, когда ты должен в одну секунду превратиться в профессионала, наверное, сыграло серьезную роль и в дальнейшем сыграла такую, с одной стороны, злую шутку со мной. В каком смысле? Я сегодня также себя веду по отношению к людям, которые меня окружают. Давайте посмотрим кадры 2004 года, которые, я думаю, вы никогда не видели. На них вы уже хормейстер-постановщик детских спектаклей. Ну-ка, давайте. Хто добрий сказки входить в дом. А вось і ён, той самы Буратино. Памятаеце? Потрясающие кадры. Все, Все, кого я знаю, помню, и все, с кем мы вместе сочиняли, трудились, постановщики замечательные, артисты превосходные, все такие молодые, юные, я бы сказала, и одержимые. Как это здорово. Люди одержимые своей профессией. Вось яна, сапраўдная рэпетыцыя. І вось яны тыя, без каго немагчыма уявіць сабе ніводнага спектакля. Знаёмцеся. На самом деле я являюсь практически незаменимым человеком в этом спектакле. Я руковожу хором. И не только хором, но и одновременно пением солистов и хорового нашего коллектива. Какая наглая женщина. Боже мой, какой ужас. Я бы сказала, уверенная. Самоуверенная. В 1997 году, после того, когда Тамара Павловна оставила свой пост главного хормейстера, и главным хормейстером была назначена Светлана Петрова, она позволила мне, молодому хормейстеру, занять такую нишу, как хормейстер-постановщик детских спектаклей. Мои профессиональные возможности пригодились, и я стала совмещать должность артистки хора. Это было очень принято в музыкальном театре. Эта тенденция, она до сих пор существует. Это та самая творческая лаборатория, которая позволяла людям прийти в театр, и благодаря развитию их потенциальных возможностей профессиональных, каждый, как говорится, получал дорогу. Я необыкновенно рада, что я попала именно в этот театр. Вокруг меня были не просто профессиональные люди, но и люди очень трепетно воспринимающие все твои победы. Ведь это не всегда случается. Очень часто, наоборот, твои победы вызывают какое-то неоднозначное отношение среди других людей. И порой твои победы заставляют других людей Нервничать. не особенно радоваться им. С огромным удовольствием наши коллеги, и солисты театра, и руководители театра сопутствовали нам во всех наших творческих начинаниях. Все мы шли по этой лестнице творческого развития, и мы шли к какой-то вот вершине, которая для всех, для нас называлась творческая победа. Это было крайне важно, а мы были молоды, успешные, талантливые, и удача нам улыбалась. Поработав хормейстером, вы решаете изменить свою жизнь и выучиться на режиссера. А почему? Я не просто решаю, это очень долгий, серьезный путь. До 2010 года, с 1997 года в консерватории я преподавала дирижером, хормейстером, и вся белорусская культура была для меня ориентирована именно в эту сферу. В 2010 году, когда уже я получила режиссерское образование, и, к сожалению, моя жизнь не могла уже разорвать меня на две профессии, я встала перед выбором серьезным, и меня пригласили преподавать в оперную студию на кафедру оперной подготовки. Очень больших усилий мне стоило разорвать мои тесные связи и практически родственные, да, глубинные родственные связи с хоровым дирижированием, разрезать сердце пополам, потом сложить его заново и продолжить свой путь.
Но так сложились обстоятельства, что совмещение было невозможно. Важное замечание. Никакой хормейстер, никакой дирижер и режиссер, на мой взгляд, не может состояться без педагогической работы. Я прочла множество ваших интервью, и во всех вы с уважением и любовью говорите о Маргарите Николовне Изворской-Елизарьевой. Те 15 лет моей жизни, которые связаны с Маргаритой Николаевной, они дали мне возможность стать тем, кем сегодня я являюсь. Этот замечательный человек, это уникальная личность, это потрясающая женщина, удивительная, неординарная, невероятно эмоциональная и одержимая, я вновь говорю, своей профессией. В тот момент, когда я пришла к Маргарите Николаевне и сказала: я хочу у вас учиться. Она меня экзаменовала такое количество времени, и она сказала: я уверена, вы уже много знаете, у вас большой творческий путь, у вас большая профессиональная насмотренность, вы много работали по профессии дирижера, но профессия дирижера – это ничто по сравнению с тем, куда вы хотите пойти дальше. А ведь я в это время уже 2,5 года отучилась режиссуре в Академии искусств. Я получила начальное образование как режиссер драмы. Просто в определенный момент своей жизни я родила ребенка, своего долгожданного, замечательного, уникального и неповторимого. И рождение моей дочери, оно снова повернуло мой путь. И я решила, что, наверное, режиссура драмы и все, что касается основ режиссуры, я уже приобрела. И мне стало абсолютно скучно, потому что все-таки высшее музыкальное образование и такой длинный путь в музыкальном искусстве, он не позволил мне остаться в рамках драматической режиссуры. И, конечно, личность Маргариты Николаевны Изворской-Елизарьевой, она была определяющей в выборе моего пути. В тот момент я не думала о том, что режиссер женщина – это что-то эдакое, потому что Маргарита Николаевна уже определила в белорусской культуре понятие фем-революция. И, безусловно, благодаря тому, что Маргарита Николаевна своей силой воли и своей мастерской рукой держала весь контроль над моим обучением, она меня научила и определенного уровня самостоятельности, потому что моя дипломная работа, она была абсолютно от самого начала и до самой финальной точки сделана мной, и я абсолютно горжусь этим. На сегодняшний день я могу сказать, что тот режиссер, кто от написания нот партитуры и заканчивая финальным выходом на поклоны, может создать свой спектакль. Он был уникальный. Это была такая серьезная символическая опера, которую мы выпустили, Генри Пёрселл, Дидона и Эней. И до сих пор о ней вспоминают все, кто ее видели. И это действительно моя большая гордость. Когда мой ребенок недавно посмотрел осознанными глазами это видео, она сказала: ты знаешь, мама, это похоже на те постановки, которые я сегодня смотрю по Меццо. Это был самый большой комплимент. В 2010-м вы стали режиссером-постановщиком Белорусского государственного академического музыкального театра. Помните свой режиссерский дебют? Режиссерский дебют начался не с самостоятельной работы, а с режиссерской работы. И я очень рада, и, наверное, так правильно. Может быть, кому-то кажется, что этот легкий жанр очень несерьезный, но жанр оперетты, мюзикла и музыкальной комедии необыкновенно сложный. И мне кажется, что мне повезло, потому что попав в самое сложное, ты потом раскрываешься для чего-то очень важного. Первая моя работа – это «Моя жена лгунья». Режиссером-постановщиком этого спектакля была Галина Голковская. Ее пригласили из оперы в музыкальный театр, и она ставила этот спектакль. Я разработала какую-то идею, концептуальную видео,
проекции в этом спектакле. Потом очень долгий период времени занималась этим спектаклем как режиссер. И благодаря тому, что это очень яркий драматический материал, на этом спектакле я начала расти. И, конечно, благодаря этому спектаклю я росла вместе со своими коллегами. Все те артисты, которые в этом спектакле принимали участие, они сыграли, конечно, в моей жизни определенную роль. Потом была работа совместная с Сусанной Цирюк. Приходили и другие режиссеры в театр, и я была в числе режиссерской группы постановочной. И, конечно, определенный путь, вот пройденный в качестве ремесленника, подмастерья, это очень серьезная возможность. Возможность получить такую не просто практику, а такую настоящую школу. В той или иной степени научиться наблюдать. Ведь для режиссера это очень важно. Вы отдали музыкальному театру 26 лет. Мы подготовили небольшую нарезку из ваших спектаклей. Давайте посмотрим. Замечательно, давайте. «Тетка Чарли», обожаю. Замечательный спектакль, очень легкие, замечательные артисты, выдумки прекрасные в нем были. «Бал в Савое», Наталья Викторовна Гайда, любимая моя. Это удивительный спектакль, я его видела в Москве. У нас получился совсем другой спектакль, такое настоящее прикосновение к классической оперетте. «Мистер Икс». Ну вот, что касается дебюта, наверное, можно официально считать, что «Мистер Икс» и стал моим первым самостоятельным профессиональным спектаклем. Очень много спорных моментов было в этом спектакле. Это «Моя прекрасная леди». Наверное, мечта любого режиссера музыкального театра поставить такое замечательное произведение. Уникальная английская драматургия, хорошая музыка. Спектакль имеет очень неординарную историю создания. Это спектакль, который не принял худсовет. Лауреатом конкурсу у номинації «Найлепший спектакль музичного театра» становится... «Моя цудоўная леди» Фредерика Лоу, Белорусский державный академичный музычный театр. Это событие было совершенно неожиданно. Опять же, вот в моей жизни я все время влипаю в ситуации, когда уже все велосипеды давно придуманы, и все гении уже все создали. Понимаете, это очень известный сюжет, который превращен в потрясающий мюзикл благодаря Лоу. Это замечательный фильм, потрясающие артисты, миллионы раз поставленная пьеса. Переплюнуть, никак это невозможно, потому что это уже шедевр, созданный зарубежной театральной культурой и киноиндустрией. Но так сложилось, что вся труппа, когда работали мы над этим спектаклем, была абсолютно увлечена. Мы перестали думать о том, что мы должны создать что-то уникальное, а мы просто решили поставить спектакль, который мы будем любить, обожать, и который сможет передать зрителю всю нашу любовь к театру, к искусству и к тому, что любая Золушка может стать настоящей королевой. Лучшим спектаклем оперы стала опера Шарля Гуно «Фауст», Академический большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Почему, среди прочих, вы предложили Валентину Николаевичу Елизарьеву осуществить постановку в Большом театре Беларуси именно «Фауста»? Дело в том, что Фауст – это такая же, наверное, важная фигура для любого художника, для любого человека, который так или иначе связан с искусством. Мне кажется, это тот самый сюжет, который не может пройти мимо. Или ты не можешь пройти мимо него. «Фауст» — это про нас, про то, можешь ли ты найти в себе силы
устоять против зла, бросить вызов судьбе, сохранить любовь. Это вечный сюжет. Это сюжет, который говорит всякий раз с нами на разном языке. Ведь это абсолютно уникальная история. Она написана сначала не Гёте, придумана совсем не Гёте, а потом, благодаря гению Гёте, этот сюжет приобрел вот то самое звучание, которое не оставляет в дальнейшем никого из творцов. «Фауст» — это же та самая опера, которую позволяют себе поставить только самые серьезные театры, потому что это настоящая, большая французская опера. Она длится 3,5 часа. Это такое явление, которое может выдержать не каждый человек. Но оно же, мне кажется, если вы были на спектакле, достаточно легко воспринимается. Да. Потрясающая музыка классическая, хит за хитом. Там каждая следующая нота, она узнается. И даже те люди, которые никогда не видели оперу, они воспринимают это достаточно легко. Целенаправленно. Спектакль создавался для того, чтобы у человека всякий раз, приходя на него, возникали новые аллюзии и мысли. То есть даже если вы никогда не связаны были бы с оперой «Фауст», вы придете впервые, посмотрите, вы даже можете не все сразу понять и прочитать. Если у людей возникает масса вопросов, значит, уже кое-что получилось. А самое главное, что если после этой оперы возникают ситуации, в которых люди говорят, вы знаете, мы, наверное, еще придем, так интересно у вас тут, то, наверное, какую-то такую степень интереса мы сегодня смогли заявить. А мне кажется, для театра это очень важно сегодня. Эта постановка, она настолько для меня судьбоносна, она перед всеми поставила условия. Если да, то может быть. Если нет, то ты никто. То есть для очень многих исполнителей это было так. Для меня в первую очередь. Я впервые в своей жизни ставила такой большой спектакль на такой большой, серьезной, очень амбициозной сцене. Рядом со мной были мужчины, которые меня поддержали. Вячеслав Окунев и Андрей Иванов, конечно, сделали для меня большое дело. Мной было предложено как минимум 2 концепции разные. И Вячеслав Окунев, благодаря тому, что он имел колоссальный опыт в сочинении спектаклей, и, собственно, народный художник России – это серьезная составляющая творческая, он выбрал именно ту, которую мы, собственно говоря, сегодня имеем в театре. Даже если у кого-то возникали вопросы, к примеру, к хореографии, которая в этом спектакле существовала, со мной работала главный балетмейстер Свердловской мускомедии Наталья Москвичева. Она со мной ставила спектакль «Бал в Савойе». И я убедилась в том, что в самых сложнейших условиях, которые были бы представлены для постановки, Наталья Москвичева смогла создать тот профессиональный уровень и ту партитуру стилистическую, которая соответствовала бы вот тому решению, той концепции, которая была заявлена. И благодаря этой постановке в дальнейшем произошла ситуация с предложением о приходе в Большой театр в качестве режиссера-постановщика. Проходила работа над следующей постановкой? Какие сложности возникали и что помогло с ними справиться? В тот момент, когда была создана «Дикая охота», ее премьера, это был настоящий триумф. Я посетила эту постановку, будучи студенткой консерватории еще. Вот этот флер, вкус, да, ощущение необыкновенности какой-то, такой событийности. То есть это событие для белорусской культуры. И я его очень хорошо помнила.
И тут вдруг это название озвучивается в мой адрес. В какой-то момент у меня было ощущение, что этого просто не может быть. Это вообще невозможно. Априори невозможно то, что я могу прикоснуться к такой партитуре. Да это сложнейший материал, это так ответственно, это белорусская культура, кто я? Я родилась на Урале. Мне казалось, что это только вот настоящий мастер, который этой землей пропитан, соком этой земли, он, наверное, имеет право, а я нет. Вот этот путь к премьере «Дикой охоты», он был какой-то молниеносный. В моем сознании ощущение, как будто это произошло в один момент, в одну секунду. Могу абсолютно точно сказать, что каждый из нас, из состава постановочной группы, потратил всего себя и всю свою душу выложил для того, чтобы этот спектакль стал действительно событием для нашей страны. В 2021 году поставлен спектакль. Спустя какой-то уже период времени, после того, когда мы съездили уже в Москву и свозили спектакль на историческую сцену Большого театра, кажется, что все это как во сне. Как будто бы это какая-то фантасмагория. Ощущение, как будто бы это какая-то, я не знаю, я не хочу сказать, что это чудо. То нам не стыдно за то, что мы сегодня имеем такой спектакль в оперном театре. И мне кажется, мы не подвели своих предшественников. Мне кажется, что у нас получилось самое главное. Мы хотели создать спектакль, который расскажет другим людям, людям других стран о том, какие мы. Вот в тот самый момент, когда поставилась «Охота», когда вышла премьера, вот в этот самый момент я вдруг почувствовала, что я стала белорусской, русского происхождения. Эта страна стала моей. Благодаря, конечно, этой постановке я пропитана насквозь вот тем самым явлением, которое называется белорусская культура в ее деликатности, ценности. Это очень здорово. Семья ходит на все ваши премьеры? Обязательно. Критикуют потом? Семейные советы устраиваете? Семья – это мой самый серьезный критик. Потому что мой муж, замечательный Сергей Микулик, это для меня безусловный авторитет. Безусловно. И это тот человек, который может позволить мне быть одновременно женщиной и одновременно монстром. Это тот самый человек, который 20 лет идет со мной рука об руку. И 20 лет моей жизни я счастлива, безусловно. И благодаря этому замечательному человеку в моей жизни появилось такое сокровище, как моя дочь. И мы счастливы. И это уникальная ситуация, потому что все мы занимаемся одним делом. Все мы занимаемся музыкой в том или ином ключе. Все мы стараемся друг для друга создать неповторимую атмосферу того самого счастья и любви, о которой я постоянно говорю. Я не буду уставать об этом говорить, потому что без любви не бывает ничего в этой жизни. Без настоящей, трепетной любви. Это не говорит о том, что мы никогда не ссоримся. Я вас уверяю, что все непросто. И творческие люди, которые доказывают друг другу, что есть истина, это самое страшное, что может быть. Но мы умеем восхищаться друг другом, счастливы тому, что мы друг друга можем не просто видеть, а мы можем помогать друг другу. Это очень важно. И одно то, что мой муж позволяет сегодня мне быть режиссером Большого театра, это невозможно сравнить ни с каким другим подарком.
потому что эта профессия требует того самого подвига семейного, потому что это не просто помощь, это духовное соединение многих-многих линий. В своем творчестве вы часто обращаетесь к детским спектаклям. Есть у нас уникальные кадры 1992 года, которые не только вернут вас в прошлое, но и помогут рассказать о настоящем. Смотрим. Так, как интересно. На пороге сказки, но постойте-ка, я сам для вас открою эту дверь. Это точно. История Каи и Герды – это уникальный спектакль. Я его сразу увидела как исполнитель. Со мной была та же ситуация, которая произошла с любым другим спектаклем музыкальной комедии. То есть я пришла, и мне сказали: завтра спектакль. С этим спектаклем была особая история. Просто так его исполнить, это нереально абсолютно было. Это сегодня это классика. А 40 лет назад это была музыка для меня совершенно современная. Я не понимала, как это можно петь. Часть спектакля можно было спеть в яме по нотам. Вот я начала с этого момента. Когда я услышала арию фонарщика, а потом, когда я услышала еще одну арию фонарщика, а потом, когда я услышала арию Герды, я плакала. Я не смогла удержаться. Это произведение в его музыкальной составляющей произвело на меня абсолютно неизгладимый эффект. Поставил его Юрий Александров. Это не просто режиссер, а настоящий режиссер театральный. И Юрий Александров вместе с Окуневым, Вячеславом Окуневым. Видите, как все в жизни взаимосвязано. Этот спектакль в музыкальном театре создали. Мне было очень удивительно, почему этот спектакль не был поставлен в опере. Ну, как только мы с моими коллегами, как говорится, получили возможность его поставить, я ни секунды не думала, как это будет. Все остальное пришло каким-то, опять же, волшебным, чудесным образом. Во-первых, я думаю, это связано с тем, что мы выпускали спектакль накануне Рождества. Премьера состоялась 24 декабря 2022 года. И я абсолютно счастлива, что спектакль получился. Он состоялся. Все абсолютно увлечены этим материалом были. Мы его поставили в какие-то необычайно короткие сроки. У нас очень была напряженная работа, и Москва, и Рождественский форум, и масса других проектов с сентября по декабрь прошли. И практически за месяц мы выпустили этот спектакль. И сегодня оперный театр имеет эту потрясающую партитуру, этих замечательных персонажей, которые дети обожают. И сегодня все билеты проданы. И завтра все билеты проданы. Мне кажется, что это самый большой успех, который только может быть. Так распорядилась судьба, что сейчас я имею честь быть в этом театре главным режиссером. Мне всегда очень трепетно об этом говорить, даже думать об этом, потому что всегда за тем, что мы делаем каждый день, стоят судьбы людей. И судьба, ну так как бы это громко не звучало, судьба искусства. Не каждая страна может позволить себе содержание большого театра. И если уж в нашей стране есть такое явление, как большой театр, в котором присутствуют такие выдающиеся жанры, как опера и балет, значит, все мы должны думать о том, что это должна быть высочайшая планка и профессионализма, и способности разговаривать с людьми. Самым главным для меня является, чтобы опера жила, чтобы опера была
одним из ведущих жанров музыкального театра, собственно, самым главным, потому что, как говорил Покровский, да, опера может совершать то, что не могут совершить политики. Опера может способствовать тому, чтобы общество стало лучше, добрее, чтобы человек стал значительно образованней, значительно выше себя, чтобы дух его возвысился, и он прозрел во многих, как говорится, вопросах. Анна Дмитриевна, в нашей студии есть яуф, в котором традиционно находится предмет-загадка для гостя. Так, А интересно. посмотрим, что мы Интрига. приготовили для вас. Вот что Ух, находится Какая в нашей студии. Всегда, когда я вижу кукол, это всегда разговор о детстве, разговор о театре и разговор о душе, то есть о одушевлении. Дело в том, что я в своей жизни много раз и шила куклы, и делала куклы тоже, и даже в подарок делала куклы сама, самостоятельно. И теперь мне муж на каждый мой день рождения дарит куклы. Они все очень ценны для меня. И куклы как настоящие, прямо вот с лицами, с руками и с ногами, так и просто войлочные образы и символы всевозможные. Куклы – это неотъемлемый элемент любого моего спектакля. Если вы внимательно смотрели, это очень такая серьезная традиция, это серьезный символ, и это, пожалуй, то, что начиналось с далекого детства. Первое время я прям нарочито специально это делала. Вот мне было очень важно, чтобы в спектакле с артистами обязательно были куклы, потому что ребенок и взрослый всегда должен думать о том, что существует мир живой и неживой. Существует мир, который делают люди руками, то есть рукотворный. И в каждой рукотворной вещи всегда существует душа. И существует мир, который разрушает эту рукотворность, да? То есть созидание и разрушение. Если речь идет о праздниках, связанных с новогодними праздниками, то, конечно, речь идет о балах. Я очень много слышала о новогодних балах, рождественские балы, которые проходили в Большом театре, но никогда на них не присутствовала. В прошлом году вот мне посчастливилось, мне доверили сделать такой бал. Я была автором и, собственно, режиссером-постановщиком бала. Это был ваш первый бал, 13-й по счету для театра. Да. Состоялся в пятницу 13-го. Да. Я Тревоги вообще не никогда было? об этом не думаю. Честное слово. Если уж говорить там о числах каким-то, то 13 плюс 13 будет 26. 26 плюс 2 плюс 6 это будет 8. Это число бесконечности, ну и так далее. Знаете, тут лучше не задевайте за живое. Нумерология – это наше все. А вот что касается бала, это счастье продолжать традицию Большого театра. Да? То есть когда уже кто-то создал до тебя очень интересный какой-то проект, конечно, хочется внести что-то свое, но бал – это всегда такой неординарный процесс общения. И здорово, что люди, которые попадают на бал, они в какой-то степени ведь реализуют свою мечту. И, знаете, чувствовать себя волшебником так приятно. Необыкновенные ощущения. И, как всегда, на завершение нашей программы небольшой блиц-опрос. Давайте. Короткий вопрос, короткий ответ. Если бы вам предложили выбрать не творческую профессию, Я бы никогда ее не выбрала. что вообще никаких вариантов Нет. нет. Ваши любимые цветы, Ландыша ваш любимый цвет, красный. ваше любимое место в Минске, Большой театр. ваше любимое место отдыха. Море. Вы суеверны? Я очень суеверный человек. Что вы больше всего цените в людях? Честность. Какой ваш самый главный недостаток? Я ужасно ленивая. Ваше самое главное достоинство? Я моторная В чем смысл жизни? в любви. В чем счастье Анны Моторной? Счастье в моих любимых людях и счастье в том, что у меня есть театр. Анна Дмитриевна, спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам.
Мы желаем вам счастья, здоровья, покорения новых творческих высот и еще много-много замечательных кадров в вашей жизни. Большое спасибо. Раз уж такая традиция замечательная сложилась, я хочу подарить 2 книги. Повести и драматические произведения Николая Васильевича Гоголя. Гоголь – это тот волшебник, который сможет открыть двери в театр для любого человека. Мне кажется, это нужно читать как Библию. Вторая книга. Это я не смогла, конечно, обойти. Это книга «Сады Армиды». С одной стороны, может показаться, что она профессиональная, но настолько, насколько она профессиональная, она настолько же абсолютно способна удивить, расширить горизонт для любого человека, даже который не имеет профессионального музыкального образования. Я очень надеюсь, что каждая из них сможет попасть в руки к человеку, которому она будет нужна. И каждая из этих книг по-настоящему может стать событием в жизни человека. Благодарю. Это очень приятные подарки в нашу библиотеку, которую мы собираем.